театре драмы имени Толстого яблоку было негде упасть. Под одной крышей собрались и те, кто создавал область десятилетия назад, и те, кто развивает ее сейчас. Указ Президиума Верховного Совета СССР о создании Липецкой области был опубликован 6 января 1954 года. Регион был сформирован из частей соседних областей – Орловской, Воронежской, Рязанской и Курской. Поздравить область с 60-летием приехали их представители. Рязанская область все-таки пожертвовала кусочком своей земли для того, чтобы создать такую, я считаю, что молодую, но богатую своей историей, богатую уже традициями, богатую великими земляками, некую такую малую родину. Хотелось бы, чтобы наши культурные связи, наши экономические связи были тесными, потому что у нас действительно есть много общего. Воронеж еще в Киевской Руси был крепостью, и Липецк был таким же. А потом мы строили корабли, а вы строили, вернее, лили пушки. Мы не только, говорю, соседи, мы друзья, братья. И я думаю, это исторически будет так продолжаться и в будущем. В середине 50-х, кроме Липецкой, было создано еще 5 областей – Белгородская, Балашевская, Каменск-Шахтинская, Великолукская, Арзамасская. До наших дней дошли только 2 – Липецкая и Белгородская. Причем в наследство наш регион получил самые отсталые районы. Сельское население в 3 раза превышало городское. К 1954 году в регионе было только 15 километров асфальтированных дорог. А сейчас бывшая сельская глубинка может многому научить соседей. Мы на сегодня с удовольствием изучаем опыт Липецкой области по созданию особых экономических зон регионального типа, которые, на мой взгляд, дают вполне определенный эффект укреплению экономики Липецкой области. Уже в 1967 году область наградили орденом Ленина. Созидатели совершили настоящий трудовой подвиг. Об этом в своем почти получасовом выступлении говорил глава региона Олег Королев, отметив, что провинция всегда держалась на скромных и трудолюбивых людях. За 60 лет наши старшие поколения прежде всего создали эту и такую замечательную область. И за 60 лет область создана как могучий локомотив экономики России. Вот теперь новые десятилетия – это десятилетия направленного, усиленного, консолидированного направления на решение проблем человека и качества его жизни. Как мы зарядились вот все эти 60 лет со времен образования, со дня образования Липецкой области, когда она была соткана из отдельных окраинных глухих районов, и у руководства региона в то время была главная задача объединить людей и убедить, что они работают все-таки в одной области сегодня. И задать те темпы, которые мы сегодня получили до сегодняшних дошли. Поэтому наши должны вот эти показатели просто дойти так. На сцене развитие области в песнях и танцах. Советский Союз, перестройка, развал и, казалось бы, безысходность 90-х, время развития 2000-х. За 60 лет Липецкая область стала одним из лидеров социально-экономического развития в Центральном федеральном округе. Поздравить регион с юбилеем приехал заместитель полпреда от президента в ЦФО Мурат Зязиков. Липецкая область – это наиболее из динамично развивающихся регионов, где мы видим инвестиционную привлекательность, мы видим здесь политическую стабильность, экономический динамизм. Мы видим, что здесь есть самое большое богатство – это люди. Очень добрые, красивые, трудолюбивые. Один из самых лучших субъектов. Я вам скажу, не только в Центральном, но и в стране в целом. В завершении праздника перед гостями выступили народные артисты России Владимир Винокур и Лев Лещенко. Михаил Шаршаков, Дмитрий Кузнецов. Липецкое время.